Имение, да. Ну, они говорят, что это Плеханово, а вторые говорят, что это было Скалово. Но оно сгорело в 1921 году, когда Сухачевский с Красной Армией, а тут командовал этот, как его, польскими войсками-то. Я выскочил из головы его. Балашевский или генерал? Балахович. Балашов, да? Балахович. Вот это вот он тут. Вот, а штаб Красной Армии находился около Заиванева. Ты там так постой. Около Заиванева штаб Красной Армии Тухачевского. А поляки мост сожгли, а Красная Армия шла со Жлобина. Понимаете, им надо было где-то переправиться, ведь мост Волносов, но они где-то делали обходный момент, поляки не ожидали. И тут завязался. А маёнтак был вот там, где гаражи белые зараз, да? Ну вот где гараж, вот этот, сразу уже метров 10, тут, ну понимаете, там гора глины лежала, кирпичей, а бедные же люди не могли обложить кафелем печи, понимаете? А еще заключается в том, что моя бабушка одна была единственная грамотная со всех этих женщин шатиловских. Вот она ходила к этому пану брать литературу читать. Ну, двери были немножко не закрыты, она как-то остановилась, а пан говорит, что ты даешь крестьянке литературу, ей надо навоз таскать, там это, все там, хозяйством заниматься. Вот. А бабушка была дворянка. Такі то. А вы помните, в якім годзе разбурили маёнтак? В якім годзе маёнтак разбурили? Калі разбурили маёнтак? А его сгорел Сгорел. в 21 году. 21, ясно. Вот уже в Красной Армии очень была сильная артиллерия, понимаете? Много-много артиллерии было, у поляков не было. И вот вы говорили, что в лесе, каля 3-го микрорайона, окопы, это польские окопы, Да. да? Да. Ясно. Там окопы все идут. А Добро. Красная Армия оттуда наступала и с Якимовой Слободы. Вот он тут. Вот тут Ага, стояла огромнейшая груша. И вот тут свинарник начинался. И командир этого Смоленска, крейсера этого, крейсер. Пинской флотилии, лично тут застрелил свинью, здоровую. Ну, уже боевые действия, немцы уже Это партию в 41-м годе, так? Да. Ясно. И немцы, значит, а в основном-то по местным разговорам, десять-то, мы только видели, что моряк бежал с этим пулеметом за партизанами. Говорит, партизаны не рассмотрели, где немцы. А только они туда пошли вперед, так вот там их и побили. И 205-й катер подбили парусом, и все. И их вот здесь 7 человек убило вот у нас. А потом в 43-м году, на 44-м, ранней весной вошла уже Днепровская флотилия сюда. Но там уже ничего не сделать, стояли «Катюши». На каждом катере «Катюши», они, правда, не такие вот громадные, как эти, а маленькие, но уже «Катюши» были. Один из керівників этой флотилии Пойдемте мы до темна не дойдем. Бросьте это. Колхозы все сняли, то есть в колхозе сняли все здания, убрали. А на этом месте, которые работали на электростанции, жители, да? Вот им дали землю, а тут они все это работали на электростанции. Тульское пехотное училище, его направили на охрану моста железнодорожного. Кладбище. Вот это вот. Тут были, вот, они туда бы дальше были. Срезали под высоковольтной линией, это была, их повырезали туда дальше, вот. А чему назывались ганатские могилки? Что значит Я же вам ганатские? объяснял. По белорусскому, на белорусском языке
Ганаки – это, в переводе на русский, это извозчики. Или как, может быть, ну, яснее сказать. Ясно. И они ездили с товаром. Короче говоря, с от товаром Москвы до Киева это была дорога. ездили. Это Мазырский шлях. Да, да, это был Мазырский. Вы когда-нибудь, это был Мазырский шлях. Через это шел и вклинивался туда. Но он был обсажен березами, ну как вот на Парижке едете, да, там где-то за Ростовой тоже обсажен березами. Копия такая же тут была. Значит, все это место называют Ганатские могилки. Да, так? да. А вот вы казали, что есть легенда, что под неким дубом А, сидел... это мы не дошли. Еще не дошли, О, зрозуміло. Это же было столетие. Вот. Это Иван Грозный, это по торговле, там понятно, не может. Ну сейчас мы дойдем, наверное, до этого дерева. Дуб, когда плывет, он не видит дуба. Бачно дуб. Видит дуб. Бачишь дуб? Ну, напротив электростанции. Лучше сюда не ходить. Ага. Вот это все-таки объект очень, Так. ну, запрещенный, короче. Так что под этим дубом, по легенде? Стояла палатка, и там, говорят, был Карл XII. А, еще вам такой добрый совет. Слушайте внимательно. Если вы поедете за реку, туда вот, но не той стороной, а вот где-то здесь вот деревни, напротив Светлогорска. Потому что шведы переправляли от Орши, где там они получили первое поражение. И Карл XII переправился через... Сначала он сделал там за рекою, ну, покуда уже собрался, все-таки 10-тысячная армия сюда, покуда это все подтянулось для переправы. Не знаю, было у него артиллерия или разговора, не знаю, но шли они здесь. Вот здесь вот на той стороне очень много находили шведских монет. Ясно. А вот кто вам рассказал эту легенду про Карла XII? От кого? Бабушка. От бабули. Да, и дед. Бабушка, дед. Это вот. А вот местных жителей, которые были православные, они, я говорю, не тоже. Знаете почему? И как у них сказали? Значит, чтобы не поднялось восстание, они убивали всех мирных жителей. Поэтому я вам советую, как только вы попадете где-то в том район, за реку, да, вот тут деревнички, там сельная, что-нибудь там еще светское, расспросите старых-престарых людей, то есть как шведы тут себя вели, чего. Во всяком случае, я служил в Витебске, это были орши, ну, десантников, там выбрасывали, там разговор. О, говорит, сыночки, Карл XII сказал, что мы еще придем, говорит, шведы вот свою шапку потеряли под оршей. У них Значит, есть такая поговорка. Значит, в Шатилках шведы не кранули католиков, але забили православных? Ясно. Это мне не один, говорит, мой дядька говорил, и тот того, кто, говорит, берут вас скамейку, ну, у нас называется лавка, да, здоровые такие, дубовые были, и к стене и давили людей этой лавкой. А вот там, в деревнях, они, значит, как, сделали такой ворот, загоняли людей, туда тоже давили этим воротом. Такие были жестокие. Это где перекружевание было? До войны это не уйдешь? И наш Жбик. Жбик, Ага. вот Жбик Значит, это... где было перекрыжевание Мазырского шляха с Вот Геройским здесь. трактом? Просто вот тут, да? Стояли столбы деревянные, там, 100 километров, Называлось ранее до войны Горбальский шлях. Горойский шлях. А это Мозырский шлях. Мозырский шлях. А это деревня
Не шатилки, а через С. Шатилки. Ось гэта першы дом в Шацілках. Адсюль пачыналіся шацілкі, ад ЦЭЦ. Что до войны? Вот это. Вот там зеленый. Да, вот. Крайний дом, скажите. А вот это крайний. Да, мы, пойдемте, господи, мы не дойдем. Только Вот это был крайний дом до войны. Дом номер 31. Крайний был до войны. Вы показывали. А? Вы же там показывали. Расстояние-то, вон какое. А, от расстояния было. Огромнее. Это уже Манкевичи были. 31, 39. Да. Кто знает, как они были. Не, ну сейчас получается, вот номера вы смотрите. Сегодня. Вот, но она с моей мамой перебегала дорогу во время боя там, в Якимовой Слободе. Тут сразу за концом разорвался снаряд и оторвало ногу сразу. Она до этого работала сапером. Мария Николаевна Манкевич. Вот дом стоял его. И тоже как раз мы отсюда, мама, я еще там, сестренка была, брат, бежали, и как раз подошла воинская часть, артиллерийская. И немцы налетели, и сразу обстрел, тут же одновременно сразу. А мы в этот дом забежали. И вот там в ту сторону ударил снаряд. У нас засыпало нас из звездки, но слава богу, все уцелели. Оглушило как следует. Что я вам показал в Красевской, да? Вот здесь была школа. Одноэтажная, деревянная, очень большая. Сколько классов было? Вот этого я не Не скажу. помню. Потому что я в ней нет, я в ней не учился. Я учился в той школе. Ну, еще Это там. вторая школа. Так. Значит, это была какая? Это тоже Белорусская, католическая. белорусская и польская. Они все были польские. Да. Потому что это паны делали эти школы. Тут тут была, Да, вот на этом месте. да. Но ее разобрали вот. Где-то в начале 60-х годов разобрали куда-то в лесу. Когда делали там школу, кирпичную. Знаете, где первое? Напротив кинотеатра. Да, клуб энергетиков. Да. На Вот. улице. Это было, как только тут сделали, это все разобрали. Значит, сколько до войны было школ в Шатиле? Две было. Одна тут. Три? 3. Одна была тут. Одна, вторая, подойдем, я покажу. Ага. А третья еврейская. А третья еврей. Ой, як, значит, вот это, видать, была школа еще дореволюционная тут, да? Они все дореволюционные, да. Да какая-то помещица делала эти школы. Твоего этого Пушкина, Скалова. парень, я Скалова. не верю, Не, ну тут моем также недалеко имение. Паміж вось гэтым гаражом і наступным домам была школа дореволюцыйная, самая першая в Шацілках. Вот так вот смотрите. Так. Раз, два, три, 4 ряда немцы захоронили, боровиков привезли. А вот где машина стоит, вон там эти тополя, да, не это, липки вон. Так привезли генералов и
там уже все солдаты. И вот они, то ли они их забрали, то ли они тут лежат, потому что они их не закапали. Были накрыть бароны были какие-то. И наши должны были вести самолет, они ждали. А там было вот где сосны стоят, там звонница была, и это самое, стояли эти, как они, склепы. Перед склепом и один со звездочкой. Какой-то немцы, коммунисты застрелили там на мосту железнодорожном. Это еще в 19-м году, Не. в 20-м. Ну, где-то перед войной уже, не так и... Я уже все-таки ладный был. То есть она уже была, да? А школа наша была, Вот где этот... вот она от этого сарая и туда шла. Вот рядом с этим костелом. Значит, работала и эта школа, и та школа. Да, еврейская сгорела, всех сюда учеников переправили. В эту тилту. А? В эту тилту. Смотря какие, я говорю, взрослый, допустим, там 5 класс, 6, а может там поменьше, но я тут сидела. Типа я знал, так это я какой-то интерес. Потом они начали строить школу еврейскую, уже сделали, все, и война началась. Так немцы ее спалили. Виход з костьола був в який бок? А? З костьола виход в який бок був? Вот тут выход был, вот. Сюди, так? Да. А Да. звонниця була у костьола? А вот я вам все рассказывал, на сосна звонили все. На соснах звони висели? Да, звоните. Огромнейший брус вот тут был. Такой был, там не один колокол, десяток были. Орган був. Да. А як звонниця була устроєна? Брус був, так? А брус к чому був прибит? А к соснам? Прямо к соснам? Да, закреплен на соснах. Ага, был. и на брусе висели Колокола. звоны, да? Так вот еще хотел спросить, а кладбище было шире или такое же по размерам оно было? А? Кладбище по размерам такое же было? Такое же что-то как было. Но тут оно уже все опять перечислено. Ну, идите распытайте про ты помники. Ну, Давайте- если эти в 1600 году приехали первые сюда поляки, поселились, там на золото, то есть не на золото, а на, ну, там на горе, на том Михайлянском острове. Мы зайдем или на обратном пути лучше будет зайти на кладбище? Показать? Был костел уже, они костел построили, но костел сгорел первый. Первый костел сгорел, я не знаю, сгорел. А сделали второй разобрали и сделали там он клуб. Там уже поляки жили за коровами. Ну, самым высоким. Вы только не записывайте, ничего. Сейчас я вам все расскажу. Надо, чтобы не было скандала. Где-то... Ага, вот же. Нет, это не то. А где-то звезды эти. Вон звездочка. Там. Дальше. Надо Так обойти вот, как. от той звезды и до улицы была траншея прорыта. Ямы просто. Ну, эти. И туда всех наших солдат складывали убитых. А написали 10 человек. Там 5-6 рядов было наложено. Убитых. Там где-то майора такой похоронен. Под гэтым дубом пахавалі 7 моряков в 41 году. А он просто подгнил уже. Написано, что это лейтенант Г.И. Казаков, годы жизни 22-44, який помер у боях за советскую Украину, советскую Радиму. Саме цікаве, що він не назначено на помніку, і він не улічено у паспорті поховання місцевого, тобто ніяк не улічено. Не обращали внимания? Там где-то вторая, если я ошибаюсь. Вот этот, наверное, вот. А вот он, это майора на мосту железнодорожном было. Фляг был. Вот, пошли. Он бац туда в погребение гранату бросил, нас уцелела, а дошка поехала. Был дождь. А так больше тут ничего не было.
потом чуть-чуть туда. Но а приборов нет, чтобы определили, где кости, как лежат в земле. Есть приборы. Таких приборов не существует, но в принципе металлический щуп обычно. А это я не металлоискатель. Нет, так если есть металл, то металлоискатель отреагирует. Можно, конечно, попробовать. Да, вот так. Она сворачивалась, это там прошел. И там уже начались, значит, первое. Магазин был небольшой. И блин, евреи это все понимали. Все, ну, типа заготовщики, да? Ну, Вот, ползаготовки. потом, вот чуть дальше, где скамейка. Так, один дом, второй. Там немножко дальше третий туда, вот тем кустиком. Была столовая. До войны столовая была вот так, так? За столовой, значит, шел магазин «Сельмак». Большой магазин, видимо, на весь этот район, очень большой там. А за ним очень красивый дом с этими, как называется, ну, с крылечком. Такой большой, красивый еврейский дом. Но этот половина дома еврей жила, половина дома аптека была. И назывался этот Гофман, еврей. Он связался с партизанами какими-то путями, а кто-то его выдал. Они что-то, если когда тех расстреливали, тогда всех, что там были, у них все застрелили. Вот это, тут вот это были тоже одна или две еврейские хатки, и сейчас вот. А там последний жил, ой, как его забыл, Данковский, это дедов друг, он где платок был, да? Потом-то снесли, там вот его там этого, и... А где был сельсовет? Сельсовет? Во время войны? Ну, до войны, допустим. Вот до войны, да, естественно. А после войны? После войны выход был прямо к реке. Здесь пристань была вот на этом месте, вон где-то дерево. Вот. Значит, пристань тут была, да? Да, До да, войны. Да, да, до А не войны. ближе до костела? Не. Вот тут пристань была. Вот. Ясно. Вы Пристань была- понимаете, что за реки ехали, с Бобруйска плыли, и все вот сюда на ярмарку. А ярмарка почти каждое воскресенье было. Немецкое поселение. Не еврейское, немецкое. До войны, да? Да, до войны. Много тут хат было, что А? поселение, сколько там хат было, или, может, семей? Ну, примерно около 10. Миллеры были потом. Ну, они как? Вот так все. Было все такая карта. Но когда немцы отступали, они предложили, собрались всех, давайте мы вас отвезем в Германию. Они говорят, мы здесь родились, И не поехали. не поехали. Их точно не поехали. И куда они делись в итоге? Куда они пропали? А, то есть просто нами... Время пришло, куда же они могли деться. Эта улица шла на Печище, вот это вот. Ага. Она прямо выходила на Печище. Ну, Сосновый Бор, как говорится, Ну, это через понятно. Печище, Сосновый Бор, туда дальше. А где заканчивались эти немецкие хаты, получается? Где немецкие хаты заканчивались? На площади, получается? Их Или снесли раньше? всех снесли их. Я имею в виду, а докуда они шли? Они шли вот так поперек этой дороги, вдоль дороги. Ну так, а где заканчивались примерно? То есть в Да час? что там, вот так же они шли по Пионерской, по той улице, Пионерской. А, туда. Нет, вот 2-3 дома крайних было. Так, и Пионерских, туда, да. потом они сюда развернулись, Ага. вдоль дороги. И вот это все у них было. За гостиницей на этой была баня у нас, большущая баня и пекарня. За гостиницей. А? За гостиницей. Ну да, там уже говоришь, что там за... За гостиницей там. Да, на поле. На поле стояла пекарня, чтобы не загорелось, понимаете, ну, Бог его знает. Это все-таки хлеб выпустить на такую деревню, это много. Потом вторую пекарню сделали там, по улице, которая пойдет вверх. Там пекарня была угловой дом. Вот, а потом уже перед самой этой уже заварухой, это в каком-то
в 52-м, 53-м сделали напротив пожарки пекарню. Не попалось вам, не слышали? Нет. А потом его переделали, эту пекарню переделали, и сделали эту же центральную пекарню нашу, да, переделали на магазин мебельный. И тот свист. А, я чув про этот магазин, мне рассказывали, да. Где было гетто? Гетто где было? Ой, хватит. Гетто! Гетто было во время войны еврейское. Я покажу. Что? До войны это было комбинат бытового обслуживания, военная мастерская. Во время войны это была полиция, полицейские сидели. И вот навалом было. Я вам рассказывал, что Якимову Слободу, Боровики, Хутор, Яланы немцы не сожгли, потому что все хлопцы сидели под полицией. Или характер. Ну, пойдемте где-то покажу, какую дирать. Это первый дом гетто подчас войны. Стоит он по соседству с магазином Лагуна. Надо было чего-то. Вот они ходили, а деньги у них были. А деньги у нас одинаково ходили. Кто немецкие деньги, кто советские. А, значит, за одну немецкую марку 10 рублей советских. Один к 10. Все известно, да, курсы. Так где было гетто, кажется? Вот этот квадрат получается, до перекрестка. Где еще было гетто? Это где-то было. Тут, Да. а там? А там ничего этого не было, ничего. Значит, Это всё где-то потом. всё-таки тут Вот было, после- да? А? Тут вот было. это только вот. Это первый дом, да?